Это актуальное интервью в студии Полина Долинская. Из года в год судебная защита прав граждан становится все более востребованной, поскольку именно она может обеспечить окончательное решение спорных вопросов. Часть таких дел в интересах граждан рассматриваются судами с участием прокурора. Среди них наиболее значительное число – это дела о защите трудовых прав граждан. В каких случаях прокурор защищает трудовые права граждан в судебном порядке? От чего зависит успешное решение дела в суде? Об этом мы поговорим сегодня с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Вадимом Никоновым. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте с вами разберемся, в каких случаях нарушения прав граждане должны обращаться именно в прокуратуру. Граждане вправе обращаться в органы прокуратуры, если считают, что нарушены их трудовые права и если есть спор о праве. То есть работодатель, нарушив права, не предпринимает действий для того, чтобы их восстановить. В том числе граждане могут обратиться, и если они не обладают специальными юридическими познаниями, у них нет возможности обратиться за помощью к представителю или нанять себе адвоката. В этих случаях граждане вправе обратиться, и прокурор проведет соответствующую проверку и примет соответствующие меры. Есть еще такая категория дел восстановления на работе. Это обязательная категория дел, по которым принимает участие прокурор в силу статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для дачи заключения по делу. И здесь не нужно получать обращение от гражданина. Здесь прокурор выступает не в защиту интересов работника, он выступает вступает в процесс для дачи заключения по делу в целях обеспечения законности по делу. Во всех иных случаях, кроме восстановления на работе, необходимо, чтобы граждане обращались в прокуратуру для того, чтобы у прокурора были полномочия обратиться в защиту их интересов. Например, об оспаривании какого-то действия работодателя, поскольку статья 45, на которую я уже ссылался, Гражданского процессуального кодекса, указывает, что прокурор вправе обратиться только если он рассмотрел заявление гражданина. Для этого есть специальные сроки, и прокурор в этой связи может принять комплекс мер прокурорского реагирования от привлечения работодателя к административной ответственности в случае невыплаты заработной платы. Она вообще предусматривает дисквалификацию работодателя до, например, если есть основания, до возбуждения уголовного дела. Также вправе прокурор внести представление об устранении нарушения федерального закона и направить исковое заявление в интересах гражданина в суд. А как часто наши граждане обращаются к вам за помощью и по каким вопросам чаще всего обращения? Граждане часто обращаются в органы прокуратуры, вправе обращаться они по всем вопросам, не только по трудовым. Но если брать тему сегодняшнего интервью именно по трудовым отношениям, то граждане чаще всего обращаются в связи с невыплатой заработной платы или несвоевременной оплатой труда. Также обращаются к нам в связи с тем, что хотят признать гражданско-правовые отношения трудовыми правоотношениями, поскольку имеются все признаки трудовых правоотношений, но работодателям не предоставляются гарантии, которые предусмотрены работнику, то есть право на уход в отпуск, право на оплату больничного и так далее. В этой связи мы тоже можем рассмотреть обращение, которое по правилам мы рассматриваем в течение 30 дней, проводим соответствующую проверку. А чем отличается договор гражданский от трудового? Эти два вида договора, они различаются между собой, и необходимо различать характер и виды этих договоров, поскольку предметом сделки гражданско-правовой является какое-то оказание услуг, например. Как правило, это носит разовый характер, и целью этой сделки является исполнение этого предмета договора. И, как правило, это носит разовый характер. Трудовой же договор, он с рядовыми работниками он носит, как правило, бессрочный характер. И он гораздо защищеннее для работника, нежели чем гражданско-правовой. Он предусматривает все гарантии, которые предусматривает трудовое законодательство, в том числе на фиксированный размер оплаты труда не ниже, чем МРОТ, минимальный размер оплаты труда, но при условии, если им исполнена норма трудового времени, так сказать. Кроме того, трудовой договор он предусматривает себе условия о том, что предстоит делать работнику, то есть характер работы, условия режима рабочего времени и времени отдыха. В этом и есть отличие. Что важно знать гражданам при разрешении трудовых споров?
При разрешении трудовых споров гражданам необходимо помнить, что есть сроки исковой давности, которые являются специальными по сравнению с Гражданским кодексом, поскольку Трудовой кодекс регламентирует свои сроки исковой давности. Например, по спорам именно об увольнении этот срок всего составляет 1 месяц со дня, когда работника ознакомили с приказом об увольнении. По спорам о несвоевременной выплате заработной платы этот срок составляет 1 год с момента, когда ему должна была быть выплачена зарплата. Иные все остальные нарушения, это срок составляет 3 месяца со дня, когда работник узнал о нарушенном праве. При этом работникам необходимо помнить, что и на нас, на прокуроров, эти сроки также распространяются. Они не являются какими-то другими. То есть с момента, когда нарушены права работника, у нас тоже есть 1 месяц. И в этот месяц нам нужно получить обращение, рассмотреть его, как я говорил, уже 30 дней, провести соответствующую проверку, выяснить все обстоятельства дела и при необходимости принять соответствующие меры реагирования, направить исковое заявление в суд. Поэтому, если граждане считают, что их права действительно нарушены, то этот вопрос не стоит откладывать надолго. Необходимо сразу же обратиться в соответствующие органы, в органы прокуратуры, в госинспекцию труда или непосредственно сразу в суд. В случае увольнения по инициативе работодателя, причем незаконного, что гражданам следует учитывать вот именно о восстановлении на работе в таких случаях? Гражданам необходимо учитывать, что законным увольнение по инициативе работодателя может быть признано только если оно в строгом соответствии с нормами Трудового кодекса, со статьей 81 Трудового кодекса, которая перечисляет основания для увольнения работника по инициативе работодателя, например, в связи с ликвидацией предприятия, в связи с сокращением или, например, в связи с прогулом. Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации о применении судами Трудового кодекса, следует иметь в виду, что увольнение в связи с сокращением допускается, если соблюдена процедура определенная. То есть работнику должно быть направлено уведомление непосредственно ему под роспись о предстоящем увольнении не позднее, чем за 2 месяца до сокращения. И это должно быть под расписку. При этом ему должно предлагаться все имеющиеся вакантные должности, как соответствующего его уровню квалификации, так и нижестоящие, которые ему не противопоказаны по состоянию здоровья. По общим правилам, которые предусматривает Трудовой кодекс, не допускается увольнение работника, который находится в отпуске или в период его нетрудоспособности. Ну, проще говоря, если он находится на больничном. При этом необходимо помнить работникам, что до применения дисциплинарного взыскания, увольнения, ну и любых других, необходимо истребовать объяснение от работника. И истребование объяснения тоже предусматривает свои сроки. Это 2 рабочих дня, именно 2 рабочих дня. Если такого объяснения не поступает, то работодатель должен составить соответствующий акт об непредоставлении объяснений. Тогда в целом процедура как бы считается соблюденной. Если нет, то эта процедура незаконна. Работник может быть восстановлен на работе. А вообще, как часто нарушают работодатели права граждан? Ну, есть такие случаи. Есть такие случаи, действительно, когда работодатель нарушает. Но, как правило, это не носит такой характер, чтобы, ну, грубо говоря, обидеть работника. То есть, ну, по упущению кадровой службы. То есть и так больше далее. по незнанию? Больше по незнанию. Но это никак не освобождает работодателя от ответственности. В любом случае, если есть нарушение, на него надо отреагировать и восстановить эти права. Бывают ли случаи, когда работник обжалует увольнение, произведенное по его собственному желанию? Да, в судебной практике есть такие случаи, когда работник обжалует. Например, есть такие случаи, когда работодатель вынуждает уволиться, ну, по его мнению, нерадивого работника и предлагает ему уволиться по собственному желанию, или же говорит ему, что если ты не напишешь, то мы тебя уволим по какой-то негативной статье, и работник тогда вынужден написать заявление по собственному желанию, и бывают случаи, когда он это оспаривает. Но в этом случае, исходя из общих правил Трудового кодекса, вот эта вот обязанность доказывания, что это было вынуждено, она возлагается на самого работника. И, как правило, сделать это очень-таки довольно сложно, поэтому необходимо обращаться за квалифицированной помощью. При каких обстоятельствах суд может отменить увольнение за неоднократное неисполнение работником своих обязанностей? Может отменить, если
например, опять-таки, ну, не соблюдена процедура, да, если, например, неоднократность исполнения, что она под собой подразумевает, то есть 2 и более каких-либо совершений дисциплинарных взысканий. Следует иметь в виду, что дисциплинарные взыскания, они не действуют на весь период трудовых отношений, они погашаются в течение 1 года с момента их наложения. То есть бывали случаи и на практике, и на моей практике в том числе, когда работодатели в основу увольнения полагали те взыскания, которые уже давно погашены больше года назад, 1,5 года, 2 назад, и вкладывали их в основу приказа об увольнении. Говорили, что вот есть системность, вот не исполняет, но при этом в судебном процессе мы вот эти вот погашенные взыскания, мы их признавали незаконными, и у работника оставалось вот это вот последнее взыскание, за которое он был уволен. То есть о системности говорить было уже нельзя, и работники восстанавливались в таких случаях. Кроме того, есть и другие основания, когда за неоднократность можно восстановить на работе, это когда другие моменты процедурно не соблюдены, например, не было истребовано объяснение у работника, как я говорил уже ранее, и бывает такое, что не соблюдаются сроки наложения дисциплинарных взысканий. Так, например, в силу Трудового кодекса дисциплинарное взыскание может быть наложено в течение 1 месяца со дня обнаружения проступка. Здесь именно речь идет на работодателя, именно на руководителя, который вправе принимать решение об увольнении. И вот этот вот месячный срок, но в пределах 6 месяцев со дня совершения этого проступка. То есть не все вот проступки, которые были, но есть определенные пределы по срокам, 6 месяцев. Должен ли работник доказывать в суде незаконности действий работодателя? Ну, должен. Он представляет доказательства того, что это было совершено незаконно. Он направляет, допустим, исковое заявление и расписывает мотивы, почему он считает, что увольнение незаконно. И в этом случае работодатель должен, грубо говоря, так сказать, отбиваться от этих требований, указывать, что процедура им соблюдена. Были такие случаи, когда процедура не соблюдалась, и мы, рассмотрев обращение, направили исковое заявление в суд в интересах работника, на которого наложили обязанность по доказыванию законности его увольнения. Исковое заявление было удовлетворено, работник восстановлен на работе. Это было актуальное интервью. Всего доброго.